В ходе избирательной кампании ваше количество бюллетеней, полученных из автоматической урны, не совпало с количеством граждан, пришедших по биометрическим данным. Также были зафиксированы фактом массовой прописки. К примеру, в одном доме было зарегистрировано 50 избирателей, из которых 31 принял участие в плебисците. Это считается жестким нарушением. Кроме того, установлено, что на 5 избирательных участках зарегистрировано больше избирателей, чем было до. Также есть видеофакты применения административного ресурса на тех же избирательных участках. На сегодня по всем фактам возбуждены уголовные дела и ведутся расследования. Решением Центральной избирательной комиссии будет внесена президенту Кыргызской республики о назначении повторных выборов. Повторные выборы назначаются президентом, и со дня назначения должны повторные выборы пройти в течение 40 дней. Между тем, правоохранительные органы установили, что среди нарушителей есть и партии, и частные лица, и главы улиц, которые открыто вели агитацию за ту или иную партию. Теперь они будут привлечены к ответственности и понесут соответствующее наказание в соответствии с законом. Общее дело, общественный фонд К нам поступили различные заявления от фондов и СМИ. Активность проявили и граждане, которые отнеслись с ответственностью. Всего поступило 170 заявлений. Все они сейчас рассматриваются. По предварительным результатам из 9 баллотировавшихся партий Волжский городской кеңеш прошли 4. О том, что во время агитации идут массовые нарушения, заявляли представители 5 других политических партий. Однако меры предприняты не были. Почти сразу после выборов 12 апреля в городе прошел митинг. Представители партий, не набравших 7% барьер, требовали аннулировать итоги голосования и не допускать к выборам партий, которые применяли админресурсы и использовали подкуп избирателей. Я считаю, что Центральная избирательная комиссия сделала действенные шаги для борьбы с злоупотреблениями во время выборов. Как вы знаете, две большие проблемы, они остались в избирательном процессе. Это продажа голосов, соответственно, подкуп голосов, да, и применение административного ресурса. Это два больших злодеяния выборного процесса, которые могут повлиять на итоги выборов. Я считаю, что это достаточно большой вызов политическим партиям со стороны Центральной избирательной комиссии, которая наконец-то смогла сделать такой действенный ход по тому, чтобы правонарушения были наказаны. Напомним, ранее из-за нарушений избирательного законодательства были отменены результаты выборов в городе Токмок. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства по итогам выборов депутатов Бишкекского городского кеңеша. Теперь выборы будут проведены снова в течение 40 дней после того, как президент подпишет указ о назначении новых выборов. Дастан Касканов, Азамат Джапаков, Алату 24.